Секретарь Оля Свинникаева, Свинникаев Оля Александр Стратин. Александр, поздравляем вас. День рождения Тавригула Евгения Семеновича. Евгений Семенович, вам Светлана. Ona čekajte na pristoru. Dakle, kaj vam svoji 6 sekundi. 6 sekundi, kad спомните партию, kaj vam пожалуйста. Наша фракция предлагает снять 4-й пункт повестки дня голосования об изменении постановления Соломянского городского собрания номер 1. От 13 ноября 2013 года размер платы председателя Соломянского горсобрания, членам Соломянского городского управления за участие в работе городского собрания порядок. Мы сейчас выразим свое особое мнение, которое просим внести в протокол. Предлагаем снять этот пункт. Считаем, что предложенное на голосование предложение о повышении оплаты председателя городского собрания, мэру города и членам городского управления не обосновано, так как ими не выполняются прямые должностные обязанности в полном объеме. Первое. Председатель городского собрания по закону о местном самоуправлении должна быть председателем городского собрания для всех 21 депутата, законно избранных жителями города. В действительности же председатель городского собрания госпожа Кошинова игнорирует часть законно избранных депутатов от фракции избирательного союза СССР. В настоящее время председателем искусственно создана ситуация, она рассматривается в Госсуде, когда депутаты от фракции не могут работать в комиссиях по собственному волеизъявлению. Такой деятельностью осуществляется субъективный подход к членам депутатского корпуса, происходит избирательная работа с депутатами, исходя из партийной принадлежности. В соответствии с положением о городе, председатель городского собрания не осуществляет контроль за ответственностью на запросы и заявления депутатов. Нарушает городское законодательство. Согласно положению о городе, статья 11 пункт 2, в городском собрании, согласно решению собрания, может быть до 2 заместителей председателя, а согласно статье 11 пункт 4, должность председателя или одного заместителя по решению городского собрания может быть оплачиваемым. Об одном оплачиваемом председателе или заместителе говорит и закон о местном самоуправлении. В городском собрании города Соломя 1 оплачиваемый председатель и 2 оплачиваемых заместителя. Городским собранием по состоянию на конец января 2019 года не принято решение о распределении обязанностей между заместителями председателя городского собрания. Статья 11 пункт 3. В случае, если в городском собрании будет 2 заместителя, председатель этого городского собрания принимает решение о распределении между ними обязанностей. Увеличение оплаты труда председателя городского собрания должно быть аргументировано увеличением нагрузки. Но наличие 2 оплачиваемых заместителей говорит о снижении нагрузки на председателя. Должность председателя или заместителя госсобрания – это в большой мере общественная работа, которую можно выполнять без ежегодного повышения оплаты труда. Второе. Считаем, что увеличение оплаты труда мэру города Соломя и Сукаеву не оправдано. Мэр города сам формирует и предлагает утвердить на сессии штат чиновников и служащих, численность и нагрузку на которых он определяет сам. Нет никаких доказательств, что он выполняет функции своих подчиненных и тем самым себе увеличивает нагрузку. Мэр города не отвечает ясно, прямо и в полном объеме на поставленные письменные запросы депутатов городского собрания. В городском регистре документов необоснованно закрыты многие документы. Гриф «Александр». Или нет возможности открыть документы с грифом «Август». Деятельность мэра свелась к бесконечным судебным тяготам, что говорит о неспособности находить компромисс, а судебные издержки приводят к дополнительным расходам бюджетных средств. В одном из последних решений суда прямо говорится, публичная власть не должна толкать людей в частно-правовые споры там, где она может задействовать достижению ими согласия еще до издания властью административного акта. Мэр города не способен решать кадровые вопросы. Соломя, город со сложной экологической обстановкой, более 2 лет жил без специалиста по экологии.
В то же время принимались решения о выдаче различных разрешений на деятельность опасных производств. Считаем необоснованным увеличение оплаты труда членов городского управления с непонятными для депутатов и населения города функциями и обязанностями, как и наличие самой должности в городском управлении. Депутаты городского собрания, фракция Избирательный союз Солисара, Силами. Повестки дня представлена Силами. Есть предложение со стороны фракции Солисара о снятии 4 пункта с повестки дня. В соответствии с предложением ставлю на голосование, кто за то, чтобы снять с повестки дня 4 пункт повестки дня. Прошу голосовать. 1, 2, 3, 4. Кто против? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Извиняюсь, я прошу в протокол внести поименный список голосовавших за и против. Я напоминаю тем, кто еще не в курсе, что те, кто проголосует, могут посмотреть на нашем сайте, где идет запись, как смотреть и видеть. На всякий случай, кто-то еще не помнит. Итак, коллеги, переходим к общей повестке дня. Кто за повестку дня и 7 пунктов, прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Кто против? 1, 2, 3, 4. Тайна потом. Повестка. Тайна поразительный пункт. Сирена Ирина Иванова Светина. Эпикандия Асиминапия Татьяна Иванова. Казахстан Ирина Валентова Ратовская сегодня месяц, Валерий Паханович. Итак, первый пункт порядка дня, принятие бюджетного постановления, докладчик Татьяна Иванова, слово докладчик председателя комиссии Валерий Паханович. Пожалуйста, Татьяна, вам слово. Уважаемые депутаты, городское управление подготовило проект бюджета города 2012 года на второе чтение. Напомню, что бюджет 2012 года первый раз составляется по принципу возникновения сделки. Если раньше мы бюджет составляли по кассовому принципу, то 2012 год это первый год, когда мы немного таких подходов и планирования, то же самое будет исполнение бюджета. Начну с доходной части бюджета, доходов основной деятельности. Какие изменения в сравнении с первым чтением предложения городского управления. Эти все изменения и сам проект в целом был рассмотрен на всех комиссиях. И заключительная финансовая комиссия вместе с городским управлением поставила уже точку на изменения. И эти изменения еще раз займут вашего времени и рассмотрим доходные части. Первое – это доходы налога с физического лица. Городское управление предлагает увеличить план на 2019 год на 190 тысяч евро. Исходя из этого, рост в сравнении с фактом 2018 года поступления нашего основного источника дохода составит 4%. В первом чтении этот процесс составлял 2%. Следующее изменение касается доходов от хозяйственной деятельности учреждений. В целом он увеличивается на 46 128 евро. И из них 26 491 евро – это класс углубленного изучения английского языка, родительская оплата. Следующее изменение 3022 евро – это проектные деньги, средневые учреждения культуры, это музей и ДК. Внесены изменения по доходам, которые касаются нашего детского дома и учреждения детского попечения «Лотос». Что касается первой строки, которая уменьшена на 106 540 евро, это денежные средства, которые детский дом будет получать на содержание детей, детей города Силами, которые проживают в детском доме стран государства. И следующее – это фонду Тенуса, это денежные средства, которые наше учреждение «Лотос» будет получать
получать от других самоуправлений за то, что их дети живут в нашем детском доме. Перерасчет делал, исходя из количества детей, оно поменяло сравнение с тем периодом, когда мы готовили бюджет к первому чтению. И напомню, что стоимость ребенка с особыми потребностями, она несколько выше, и вот идентифицированный подход к расчету был применен. Учреждение «Сюрки» дополнительно со стороны государства получили 2520 евро. Это денежные средства социальным государственным, которые идут целевым назначением на оплату услуг, которые представляют учреждение «Сюрки», и направлены на услуги людей с особыми потребностями для адаптации их жизненного среды. Немножко мы аренду увеличили на 35 евро. Что касается долга денежных средств со стороны госбюджета. Кассовый фонд выравнивания пока уменьшен у нас на 8155 евро. Раз в неделю кассовый фонд и долговый фонд, эти данные раз в неделю меняются, где-то в пределах 10 тысяч евро, поэтому когда долговый фонд будет уже утвержден, я думаю, что следующие веселарки, что касается денег, уже будет очень поставлено и закреплено, когда мы уже начнем окончательно все целевые, поэтому на какие-то другие направления мы играть не можем. Что касается расходов, дотации на расходы образования, здесь у нас, вы видите, изменений не произошло, но они будут. Опять это зависит от того, какая именно сумма на эти дотации будет закреплена, поскольку если затрагивают заработные платы учителей школ, пока нужную сумму брать опасно, поскольку это зарплата, договор с учителями. Поэтому в следующем фестивале мы уже распределим те деньги, которые государство нам утвердит, как расходы, так и по школам. Питание детей уменьшилось на 2450 за счет уменьшения количества детей. Увеличилась дотация со стороны государства, которая идет частично на повышение заработных плат учителей детских садов на 90 551 евро. Появилась у нас строчка публикарикуса и апелликус. Дотация поддержка образования по интересам на 86 115 евро. Денежные средства на дороге на 370 уменьшились. Что касается Асиндус и Агрария Фокус Темус, это деньги, которые идут у нас на содержание детей в учреждении области, и за счет этой же суммы мы оплачиваем другим местным самоуправлениям, в которых наши городские славянские дети находятся в таких учреждениях. То есть это расчеты между другими самоуправлениями. Что касается поддержки со стороны государства на покупку дополнительных социальных услуг, то вы видите, для второго чтения мы дали много, поскольку сумма, которая необходима городу для покупки дополнительных социальных услуг, она предусматривается в кассовом спорте. Только культуры по счету бедности мы регулировали, как предлагает государство. Уменьшилась сумма на поддержку детей с особыми потребностями, увеличилась у нас похоронная пособие и увеличилась немного сумма, которая идет на оплату работы, связанная с регистром народного населения. Прочие доходы на деятельность увеличились в целом на 106 393 евро. И здесь 176 евро ушло у нас в минус, это денежные средства со стороны МИРа на покупку молока, овощей и фруктов для детей, детских садов и школ. И суммы денежные средства у нас увеличиваются на 106 569 евро. Здесь у нас сформулированы денежные средства целевые, которые у нас получены нашими учреждениями по различным целевым проектам и различным формам поддержки, и 50 тысяч денежных средств, которые мы от Светланы Осадовой получим на реализацию проекта по нашему фонтану. И появилась новая строка в прочих доходах от деятельности телефона, стоит 7 тысяч евро. Второй наши доходы основной деятельности через проект бюджета, который нам предлагается, 16 миллионов 246 тысяч 665 евро. На диаграмме можно посмотреть сумма, насколько идет изменение на 369
788 евро. Структура доходов основной деятельности говорит о том, что 50% доходов основной деятельности занимают доходы от налогов, около 39% денежных средств, которые мы ожидаем от государства, около 11% это доходы хозяйственной деятельности наших учреждений и прочие доходы на 50%. Расходная часть бюджета. По второму чтению расходная часть бюджета, расходы основной деятельности, как рекомендовали нам комиссии, мы практически всем учреждениям повысили персональные расходы до 10%. Также по целевому назначению увеличение перечня денежных средств, которые у нас остались в приходящем остатке по целевому назначению, это в первую очередь государственные денежные средства, которые по целевому назначению по каждой сфере деятельности были направлены. Всего наши расходы основной деятельности по второму чтению составили 15 миллионов 330 тысяч 159 евро. На диаграмме также можно посмотреть изменение объемов по расходам основной деятельности, структура расходов основной деятельности по сферам деятельности, как, в общем-то, из года в год самая большая сфера деятельности – это образование, наши детские сады, школы, сюда же входит УРИ и музыкальная школа, 56% занимает у нас эта сфера деятельности. Около 12% это идет у нас свободное время культура, социальная помощь 11%, хозяйство около 11%, городское управление 9,2%. По видам финансирования наши расходы основной деятельности, исходя из представленного проекта бюджета, также на диаграмме мы видим, и большой блок в этой структуре занимает персональные расходы. 43% это персональные расходы из городского бюджета, 21% фактически это персональные расходы, которые датируются из государственного бюджета. Хозяйственные расходы. Хозяйственные расходы – это расходы городского хозяйства, сферы городского хозяйства и хозяйственные расходы, которые запланированы в бюджетах, в подбюджетах всех учреждений, все вместе в общей сумме расходов основной деятельности составляют 24,4%. Целевые дотации социальной помощи 6,3%, целевая поддержка на текущую деятельность около 5% и дотация прочая 0,5%. И прочие расходы составляют здесь у нас 0,3%. Произошли изменения у нас в нашей инвестиционной программе. Если вы видите красной строкой, я выделила денежные средства, которые ведут у нас на реализацию пунктов, которые на сегодняшний день предложены в проекте бюджета. И если мы обратим внимание, в годы города в реализации всей этой большой инвестиционной программы в сравнении с первым чтением увеличилась достаточно прилично, но при этом увеличился объем внешней помощи, которую город ожидает получить в течение текущего года. По зданию городского управления сумма увеличилась на 13 770 евро, целевым назначением это противопожарные двери, выполнять предписание доставлено. Увеличился объем у нас денежных средств на дороге. Доля города увеличилась, и сюда мы перенесли денежные средства с проекта, который был в первом чтении представлен, реконструкция перекрестка Павловой ветки, 50 тысяч дополнительно. Сюда же перешли дополнительные денежные средства, которые были уже заключены договора в 2017 году, это проектирование парковок по 3 адресам, проекты еще двигаются, и вы видите, дотация 910 тысяч, которую мы ожидаем получить на реализацию проекта по реновации улицы Кест. Рано променад. Здесь мы немножко перестроили процентных отношений долю города и показали дотацию за счет следующей строки. Уже устройство променада доли города осталось несильной, а дотация 92 322 евро ушли на проектирование. Ремонт двух наших лестниц на Харькове увеличился
совсем немножко, на 3400. Поставка по этому объекту проведена. Мы добавили денежные средства для надзора собственника. Убрали из проекта инвестиций планирование малого порта. Как я уже сказала, убрали мы перекресток Павлова и Кирск, поскольку вы помните, в декабре месяце мы брали у вас разрешение подавать два проекта, и на перекресток и на инновацию Кирска. Улицы, вот какой из них будет поддержка, за счет денежных средств, которые у нас аккумулируют в количестве ремонта дорог, будут реализованы проекты, они будут поддержаны. Детская площадка по устройству увеличилась у нас на 10 тысяч евро. Наш фонтан, сегодня сумма представлена 157 274 евро. Это результат госпоставки, и мы сформулировали денежные средства, которые необходимы для заключения договора. Проектирование станции отходов показали мы свою долю 5000 евро, и эти денежные средства мы вспоминали сумму на 5000, мы уменьшили строку в сфере деятельности телефона кальция, окружающая среда 5,5. Что касается дамбы на улице Кирска, вы тоже видите, что сумма увеличилась в сравнении с первым чтением, и на сегодняшний день весь объем, необходимый для реализации этого проекта, покрыт денежными средствами. Был у нас присутствует в проекте городское освещение проект. Но буквально вчера, Алексей мне подарок, вчера или позавчера мы узнали, что, к сожалению, нас не поддержали. Третий раз этот проект, поэтому есть еще одна попытка осенью попробовать еще подать, поэтому пока вот такая ситуация с этим объектом. Убрали мы из расходов инвестиционных по благоустройству территории вокруг центра культуры. Поскольку проект еще не готов по благоустройству, и какая сумма необходима будет, пока неизвестно, я думаю, в течение года будет возвращаться к этому вопросу. Центр культуры, ремонт карниза крыши, осталась такая же сумма. Силовая авария не находится, это реконструкция, также немножко здесь у нас произошли изменения в доли городской и в доли ожидаемой поддержки. Детские саддетики восстанавливают горевшие гранды, и детские саддетики продолжение проекта по направленному на энергосбережение по этому зданию. И в 2019 году работы, связанные с реконструкцией инженерных сетей. Улица Маяковского, 7, это помещение музыкальной школы, госпоставка прошла, и мы уже предоставили поставку, 18 году планируем. Что касается учреждения корпуса, идет небольшое увеличение. Здесь мы предполагаем денежные средства, оплата 50% за работы над проектом, 50% было в прошлом году, 50% в этом году, и на нож собственника добавили. Сравняем, новый пункт у нас появляется в нашей инвестиционной программе, который направлен на наши сервисы РАДА. Хотим подать проект для того, чтобы расширить радиус нашей сервисы РАДА, для того, чтобы мы могли проводить спортивные наши соревнования по бегу. Лев Толстой, переходящий объем, реконструкция со второй этап, работу мы делали в прошлом году, 91 067 евро, переходит у нас с обязательств прошлого года. Подготовка проекта реконструкции дамбы насыпки уже на улице Леске, 15 000 евро запланировали. 33 390 евро это у нас противопожарные лестницы, это также переходящий объект с 2018 года, и пойдет в этом году. Покрытие, новое покрытие бассейна 31 600 и выполнение предписаний, пока станет в нашем бассейне. Что касается денежных средств, которые мы даем по целевому финансированию, здесь у нас произошло изменение в части целевой поддержки терроризм Кеспус сектаж Силовая Хайва, поскольку объем денежных средств был у нас рассчитан на 2 года. В прошлом
году деньги не потребовались, и весь объем 159 995 евро мы планируем в этом году. Больше здесь изменений у нас никаких не произошло, и вот общий объем инвестиций, которые мы планируем с помощью внешней поддержки реализовать в текущем году, достаточно большой в сравнении с предыдущими годами. И если смотреть структуру доходов нашей инвестиционной деятельности, около 45% это внешняя поддержка, 36, почти 37% это кредит, который мы планируем взять, поскольку доля города 30 с лишним миллионов евро, нам нашими денежными средствами городского бюджета это не потянуть. Конечно, нам придется прибегать взятию кредита по целевому назначению, чтобы реализовать то, что мы запланировали. Если смотреть структуру расходов, какие объемы инвестиций идут в какую сферу деятельности, то ответим, что 80% от 5 с лишним миллионов уходит у нас в сферу городского хозяйства. И уже в образовании идет 10%, в социальной помощи у нас идет около 5%, в свободное время культура около 3%, ну, вот такие вот проценты небольшие. Как я уже говорила про кредит, если в первом чтении мы планировали 1,5 миллиона евро целевого кредита на инвестиционную программу, то во втором чтении мы предлагаем увеличить эту сумму. 2 миллиона, ну, вот так вот по расчету получилось 2350. Что касается наших обязательств, возвращения основной части кредита нашим кредиторам, то здесь сумма у нас уменьшилась, как я уже говорила прежде. Кредит, который мы заключили в прошлом году с банком, мы получили график, и смотрели уже к второму чтению, точно рассчитать все объемы. Это у нас два кредита: Данский банк, Свебанк, КИК и Свебанк. Если мы возьмем 2 миллиона кредита, я думаю, это важный показатель, о котором я хотела сказать, это наша кредитная нагрузка, с которой, в общем-то, государство совместными самоуправлениями строго ситуацию отслеживает. И здесь проценты приведены, и мы видим, что объяснение процента, значит, объем кредитной нагрузки не должен превышать 60% от суммы доходов основной деятельности. Я привела 3 года, 17-18 брали кредит, пришли к этому тоже, но мы забываем, что в течение года мы отдаем, если учесть, что в течение 2019 года мы отдадим все 530 тысяч, которые запланировали, при этом возьмем 2 миллиона евро для реализации инвестиционной программы, то наша нагрузка составит 38,2%. То есть мы входим в те показатели, за которыми строго государство ведет контроль над местными самоуправлениями. Структура доходной базы нашего бюджета, которая у нас состоит из расходов по доходам основной деятельности, около 78%, что касается доходов финансовой деятельности 9,6% и доходов инвестиционной деятельности 12,5%. Если мы говорим про расходную структуру, базу бюджета, структуру, то мы видим, что расходы основной деятельности, ну это понятно, где все учреждения, это оплаты, хозяйственные расходы, 71% занимают. А инвестиции из всех расходов мы направим 26% и финансовую деятельность резервов 60%. Общий объем бюджета 2019 года, который проект бюджета составлен по новому принципу, по методу возникновения фактической сделки, общий объем бюджета 21 миллион 576 тысяч 518 евро. По предыдущим годам, 2018 я поставила факт исполнения, какой у нас объем, но по предыдущим годам это еще по кассовому принципу. Вот с такими результатами мы городское управление выходит на второе чтение бюджета. Спасибо, у меня все. Я постараюсь ответить на вопросы, и коллеги мои не главные. Уважаемые коллеги, есть возможность задать свои вопросы. Если есть, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, за экологический престон корпус 7 тысяч. И другое самоуправление рядом с нами находится, получает там очень большие. У нас только 7 тысяч.
Что тогда городское управление делало в направлении того, чтобы эта сумма увеличилась? Ну, да, это вопрос все-таки не ко мне, я определяю цифрами, которые нам известны, эти денежные средства распределяют государство. Я думаю, что городское управление здесь неправильно решается. Мы взяли такое то, что нам предлагает государство. Так, еще раз вопрос. Пожалуйста. Татьяна, социальная комиссия делала предложение на своем заседании об увеличении разового пособия пенсионерам. И вот скажите, будет ли повышено это пособие, если это не нашло отражения в бюджете? Да, такой разговор был, и на городском управлении мы обсуждали возможность повышения единоразового пособия пенсионерам, но в рамках объема социальных программ, которая сформулировала денежных средств городского бюджета, то есть у государства, а именно наша. Эта программа у нас не уменьшилась, она остается в том же объеме. Напомню, что до сегодняшнего года мы пенсионеров платили 15 евро. Есть возможность, к этому вопросу городское управление предлагает вернуться с 10-октября, когда уже будет на подходе организация этой выплаты, и возможность увеличения до 25 евро возможно. То есть мы внутри наших денежных средств будем смотреть, как выполняется социальная программа в течение года, она состоит достаточно больших пунктов, но количество детей в детских садах, которые тоже там часть средств направлены на это, уменьшилось, поэтому я думаю, что и уже при формировании, когда бюджет, если будет утвержден, городское управление, социальный отдел и социальная комиссия будет рассматривать саму эту программу по каждому пункту. Но я думаю, что, как правило, уже, скажем, к началу 4-го квартала будет возможность на этом уровне стараться повысить до конца. Так, еще, пожалуйста, вопросы? Замечания? Нет, тогда слово проекту вам, пожалуйста. На заседании финансовой комиссии бюджет рассматривался неоднократно, это 3, по-моему, и последний раз было расширенное заседание финансовой комиссии, куда приглашались все председатели комиссии, городское управление принимало участие и представители конституционных практик зависимых ставок. Бюджет хороший, я бы даже сказал, очень хороший, поскольку инвестиционная программа, сами видели, составляет 5,5 миллионов, а общий объем бюджета 16 миллионов, то есть более 30% мы вкладываем в развитие нашего города, в развитие его инфраструктуры, городского хозяйства, спорта, культуры. Это очень хороший показатель. Но я не помню за последние годы, когда это было. Затем в этом же бюджете предусмотрено 10% увеличение заработных плат, фонда заработных плат. Это тоже я не помню такого за последние годы, что было. Что это было в одном бюджете и то, и другое, это как не может стать сказкой. Поэтому, значит, можно сказать, что город у нас еще развивается очень хорошо, хорошим темпом. Вот. И мы рекомендуем одобрить этот бюджет, проголосовать. Но, тем не менее, подчеркну, что этот бюджет, он не какой-то фантастический такой, а надуманный и популистский. То есть он четко просчитан, все там есть, покрыт, что-то еще, чего будет выполнено. И он будет выполнен в полном объеме, ничего не скопится. Поэтому рекомендую всем голосовать. Спасибо, Дорогой Иванович. Итак, уважаемые коллеги, я еще не спасибо. У вас есть возможность, уважаемые, задавать вопросы. Пожалуйста, Олег Петрович. У нас более сказочный бюджет. Правильно ли я понимаю, что у вас работает увеличение долговых обязательств с 28 до 38%? То есть это не за наш счет, не за счет собственных средств, а за счет долговых обязательств. Мы вам уже отвечали, еще раз отвечаем. Кредиты без кредитов в современном мире никто не живет. Нигде не живут. Все берут кредиты. Самое главное, чтобы эти кредиты были разумны. Вот наши, например, соседи, вы любите приводить пример всегда с соседним управлением. Вот у нас популярно, собирается, смотрит, строит там комплекс спортивный, берут кредит и выходит на 60%.
максимально возможной нагрузки, то есть на свой финал. У нас не 60-38, то есть мы свои резервы не исчерпываем, мы находимся где-то в середине. То есть да, мы берем кредит 2 миллиона, но как Татьяна объяснила, что тут ничего такого нет страшного, вполне все нормально. Я не видел в этом никакой трагедии, что мы берем кредит. Назовите мне самоуправление, которое не берет кредит. Пожалуйста, Да, еще, пожалуйста, вопрос. Замечание. Знаем, не вижу. Коллеги, идем тогда к проекту постановления. Обратите внимание, предлагается городскому собранию принять бюджет на 2019 год. Изложенные доходы основной деятельности, расходы основной деятельности, инвестиционная деятельность и кассовый резерв. В том числе статье 2 имеет организацию смотрения бюджета. То есть дается разрешение Соломянскому городскому управлению и в части кредитования, и в части расчетного кредита, и возможности превышения с плановой суммы выполнения расходов по персоналу в связи с переходом с начала 2012 года на новую бюджетную систему. Я еще раз не буду напоминать, все в курсе, что мы сейчас работаем, строим свой бюджет по принципу кассового учета, принципу возникновения сделок. Все вы это знаете, повторять я это не буду. Опять же, в проекте определено, как финансируется потребительное учреждение. Если есть какие-то вопросы непосредственно по проекту постановления, пожалуйста, прошу задавать. Есть предложение. Уважаемые коллеги, есть предложение в части бюджета Дмитрия или дополнение к данному постановлению? Пожалуйста. Уважаемые представители городского собрания, уважаемые депутаты, присутствующие лица, зачитаю вам предложение центристской фракции. Члены центристской фракции считают необходимым утвердить первоочередные объекты и мероприятия, требующие финансового покрытия в 2019 году в случае перевыполнения бюджетного плана по поступлению отчислений от подоходного налога с физического лица или положительного результата конкурса государства. Это следующие объекты или мероприятия. Первое. Это подготовка пилотных проектов по комплексной реновации жилых домов через программу «Требования». В первую очередь это касается домов на бульваре и реновации. Второе. Это увеличение суммы единоразовых пособий для пенсионеров до 25 лет. Третье. Это проект строительства пешеходной дорожки от моста на Каменском шоссе до кооператива «Студия». И четвертое. Это подготовка программы исследования содержания радона в подвальных помещениях жилых домов и последовательных учреждений. Планирую, что данное предложение складывается в протокол, но в любом случае покрытие на данный момент в этом бюджете эти мероприятия не прошли, и будем ждать как раз того, насколько хорошо будет выступать подготовленный налог в течение года или каковы будут конкурсы в 2020 году. Итак, возвращаемся к проекту постановления. Предложение можно будет читать, оно поступило 18 января, но как-то его упустили и сейчас не произнесли. Я это не только не произнесла, оно обсуждалось на комиссии финансов. Я хотел бы его озвучить. Уважаемые коллеги, в данной ситуации вы можете озвучить. Единственное, что хочу сразу вам сказать, Олег Владимирович, ваше предложение, какая-то часть вошла, какая-то не вошла. В этой ситуации я хочу просто-напросто озвучить так же, что, во-первых, источником покрытия вы предложили, опять же, за счет инвестиционной программы. То есть не было конкретных источников покрытия. Сегодня в процессе непосредственного доклада надо было задавать вопросы. Докладчик, вы, Татьяна Борисовна, могла бы показать непосредственно на экран. Но в любом случае, раз уж поставили перед таким фактом, зачитывайте, пожалуйста. 18 января было зарегистрировано письмо с предложениями бюджета 2019 года от фракции избирательной союз СССР. Первое. Совместно с больничной кассой финансирует восстановление неотложной медицинской помощи в городе Соломяя в вечернее время и выходные дни. Второе. Финансирует долю самофинансирования
финансирование второго создаваемого медицинского центра на базе Периастеда Кескус-Неме и Кирпи-Поприкхай. Запланировать средства в бюджете на обучение для членов правления дивизионных комиссий квартирных товариществ в размере 10 тысяч евро. Четвертое. Предусмотреть в бюджете расходы на проектирование реновации улицы Рана. Пятое. Обустроить площадки под мусорные контейнеры, расположенные по адресам. Первая – улица Гагарина, вторая – улица Рана и третья – улица Кеск-Почта. Шестое. Работы по строительству станции отходов начать в 2019 году. Седьмое. Увеличить зарплаты низкооплачиваемым чиновникам и служащим городского управления на 50%. Восьмое. Отменить плату родителей за место в детских садах. Девятое. Предусмотреть в бюджете финансирование в размере 30 тысяч евро для проектирования и обустройства территории, где будет установлен памятный камень воинам-интернационалистам. Спасибо. Справедливости ради хочу еще раз отметить, что предложение были сделаны не только списком средств, были сделаны такими депутатами, были сделаны организациями. Так что, уважаемые коллеги, еще раз напоминаю тем, кто не был на заседании финансовой комиссии, все предложения были рассмотрены. Те предложения, часть предложений вошли в этот бюджет, часть не вошли, поскольку, например, не нашли источников покрытия. Одно из условий является обязательно указать источник покрытия тех или иных мероприятий или инноваций. В данной ситуации, еще раз повторяем, справедливости ради я кстати. Итак, коллеги, возвращаемся к проекту постановления. Непосредственно по проекту есть какие-либо замечания? Если нет, тогда ставим на голосование. Кто за принятие постановления, принятие бюджета города Филармонии на 2019 год? В данном предложении прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Если у вас не 1, 2, 3, 4. находится приема. Постановление принято. Лаборатория выпуска на одиновой структуре и перетускопной после этой стороны. Второй пункт повестки дня – изменение структуры штата Сыромецкого городского управления. Это координатор Афинского докладчик, Верховный Афинского. Пожалуйста, Уважаемые депутаты, предлагаем ввести изменения структуры и состав городского управления и изменения там 3. Первый – это части канцелярии, меняем название должности, сегодня там Ася специалист, предлагаем Анне Райцевой или Ася специалист. И буду тоже объяснить, почему это изменение сделано, но такая основа будет отвечать за вопросы Анны Райцевой. Второе изменение касается архивособности, где сокращается должность архитектуры специалиста. И третье изменение касается финансового, где сокращается одна должность водителя. Такие изменения предлагаю. коллеги, пожалуйста, вопрос к Георгию. Пожалуйста, вы сделали ситуацию у нас в коммуняцию по поводу должности, которая связана с архитектурой. Поэтому сокращается не главный архитектор, да, должность не главный архитектор, сокращается более низшая должность, это исполнитель. А кто вообще исполняется этого? Кто? Архитектура это специфическая, каждый человек недостаточно. Или вы считаете, что у нас так мало сейчас должных проектов и должности не нужны? Кто вообще работает в этом году? Вопрос не понял. Вы интересуетесь, кто будет работать? Вы сокращаете должности, вы сокращаете, называется, какие должности. А я спрашиваю, на кого вы эти обязанности этого человека, который выполнял работу, вы можете, кто эту работу выполнял? Государственное это норма
чего это решение принимается, влияет это, что госсобрание определяет структуру и состав городского управления. Теперь как должность кого-то принимает, это уже определяет руководитель учреждения на основе закона. Так что госсобрание не может определить, кто точно там будет работать, а именно как эти должности будут располагаться там в структуре. Я сказала, что вы меня не понимаете. Я спрашивала, когда я слышу по-другому. Работу, которую выполнял специалист младший, специалист по информатике. Кто ее выполняет? Так, коллеги, сейчас у нас данная ситуация. Попрошу никого не вешать. Вопрос таких вопросов больше не будет. Ведь прежде чем принять решение, вот нас сейчас голосовать на вопрос, мы должны все-таки понять, кто это право выполнять или что. Наверное, мы смотрели должны инструкцию, так что эти должности есть один из вещей, как главный архитектор называется сегодня, это по сути занимается с планировками, с проектированием и этими вопросами, что образует городское пространство. Вторая должность – это те же вопросы, только процедурные. Так что сейчас, смотря на объем работы, я вижу это, что один человек этим вопросом не справится. Спасибо. Так, еще, пожалуйста, вопрос докладчика. Замечание. Возвращаемся к проекту решения. Так, уважаемые коллеги, какие ваши внимания обращают к проекту решения? Есть непосредственно само решение, есть приложение, дополнение в регистраторе, есть ли какие-то замечания? Не вижу. Ставлю проект решения на голосование. Кто за принятие данного решения, прошу голосовать. 11 oli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Решение. Прокуратура Москвы. Синомальный модуль Богданарусский, синомальный модуль Богданарусский, это нужно. Это как бы на первый и не складывает. Депутаты, он рынок содержит и такие размеры зарплаты для служащих в городском управлении, они там выражены так называемые там, промежуток минимум и максимум. И проект решения предлагает эти размеры увеличивать и нижнюю границу и верхнюю границу. Так что прошу держать, и это позволяет увеличить зарплату работающим в городском управлении. Уважаемые коллеги, информирую вас о том, что сегодня после обеда поступило предложение от фракции Избирательный союз ЕСА. Они предлагают внести изменения в проекте представленного городским управлением, этот проект, пункт номер 4. Если в проекте, который представил городское управление, от пункте 4 специалисты вилка обозначена 800-1600, представители данного союза предлагают поставить вилку 1400-1600. Напоминаю тем, кто был на фракции, мы задавали этот вопрос нашим коллегам, но я предлагаю принести еще раз, повторить, пожалуйста, тот ответ, который вы нам дали. Итак, предложение, которое сделано непосредственно фракцией Союза СССР, увеличить вилку и начать ее не с 800, а с 1400. Как вы к этому относитесь?
хорошо отношусь, это о том, что это изменение, что городское управление предлагает, это уже позволяет повысить зарплату, и как видим, тогда верхняя граница не предлагает увеличить. А первый вопрос будет это, что это должно быть денежно покрыто, и только что мы принимали бюджет, и там было предусмотрено фонд зарплаты повысить 10%, а у нас в доме 20 специалиста, кому вы предлагаете нижнюю границу повысить, поэтому это сегодня денежно нереально, покрытия нет на это. Но в том смысле, что если еще рассуждать, когда у нас сегодня 20 должностей, кого это может касаться, бывают разные ситуации, например, идет новый чиновник, мы берем его с испытательным сроком, попробуем сначала, и нет смысла сразу там 1400 зарплату предлагать, и временно берем кого-то на работу, поэтому мы остаемся на этом проекте, что городское управление представит. Так, у вас вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а в бюджет закладываются персональные расходы, исходя из верхней планки или нижней? Или средней? Ну, то есть каким образом? Спросите такие вопросы, это что должно быть нам уже ясно, это вы знаете, какие оплаты есть, это как бюджет формируется, это состояние первого августа, там, какие должностные там есть эти, и все. И сегодня вы знаете точно, сколько есть там чиновников, там зарплата, например, 700, вы предлагаете делать 1400. Как это можно покрыть сегодняшним бюджетом? Простите, пожалуйста, Олег, вопрос конкретный. Я много чего знаю, но именно поэтому задаю вопрос, чтобы вы озвучили в данном случае, потому что в бюджете не прозвучало, сейчас тоже не прозвучало. Каким образом вот эти персональные расходы, исходя из чего они закладываются? Из верхней планки или... Сейчас я уважаемый коллега, да, еще раз. Да, спасибо. Пожалуйста, коллега. Я знаю, что вы очень понимаю. Вы говорите, что когда приходит новый специалист, и не знаете, испытательный срок, вы берете низкий оклад. А разве вы это делаете не на основе конкурсов, принимаете специалиста, разве вы не наводите справки о том, какой специалист делал работу, и по какому причине он покидает прежнее рабочее место и переходит? Или вы будете брать всех подряд по конкурсу по 800 евро? Тогда это очень тяжело вообще подобрать специалистов, потому что специалисты, которые идут 800 евро сейчас работают, это не мотивированный специалист, что вы будете 800 евро. Отбор же у вас есть, вы же выбираете, чтобы собирать больше специалистов для расхода. Почему не мотивировать высокую зарплату сразу? Почему нужно человек там 800, то что-то там, я еще раз повторяю, что вы не берете первого попавшегося человека с высоким, как он образован, какой у него рабочий стаж, какой опыт, где он работал раньше. А при утверждении университета, ну или функционирует, вы доводите полный справки специалистов. И почему это нужно, если это хороший специалист, вы берете, я еще раз говорю, что вы же не берете, кто попал, вы берете отборный специалист. Почему вы нужно бежать на 800 евро? 800 евро это вообще для чиновника городского управления это унизительная зарплата. Потому что это ответственность. Даже чиновник низкого, ну скажем так, не руководитель, а средний чиновник. Это огромная тоже ответственность. Как бы мы там не критиковали, не относились, это огромная ответственность. Люди ставят свои подписи под это. Так, вопрос, почему это уже вопрос понятен? Вопрос абсолютно непонятен. Понятно на выступление и реплика, а вопросы так и не понял. В чем вопрос? Вопрос проводится ли конкурс на замещение вакантных должностей? Вопрос в том, чтобы вот это 800, не унижать людей 800, а сделать, что все-таки стоит
У нас планы проработали, у нас бюджет с какого года, с каким миллионом, неужели там, когда коллеги говорят, вчера понятно. У вас вопрос, 100 тысяч, да, подождите, сейчас одна минута, подождите, Олег Людович, подождите, пожалуйста. У меня сначала вопрос. Итак, еще вопрос есть? Если нет, пожалуйста, вам слово. Любой руководитель на любом месте своей работы всегда старается мотивировать каким-то образом работников. И я хочу сказать, что специалисты, которые работают на этих местах, это, как правило, люди со специальным образованием. То есть это не помощник там и так далее. То есть это действительно реально специалисты, которые, правда, за 800 евро очень сложно мотивировать работника, он остался на этой работе. И даже, честно говоря, наверное, сильный не пришел. Я рад, что позиция тоже рабочая. Я напомню, что были предложения, что городскому управлению 50%, это было нашей фракции, там представители повысить фонд заработной платы, но сегодня после принятия бюджета здесь это выступление, что давайте поднимаем зарплату, мы все знаем, сколько на самом деле реально денег есть, это бюджет, но мы все знаем, что это несерьезно. Так, уважаемые коллеги, я предлагаю, пожалуйста. Значит, немножко назад, по поводу предложений фракции, которые вы внесли, и теперь обижаетесь, что их не приняли. Во-первых, обижаетесь. Вы их носили для того, чтобы их не приняли, вам было на что обижаться. Потому что если бы вы хотели действительно ваше мнение, их нужно ваши предложения, в том числе 50% повышение ГРП, вносить 2 месяца назад. Они за 3 дня, когда уже вышли на конечную прямую, уже ничего не изменишь, или переносить тогда обсуждение еще на месяц, принимать бюджет уже в конце февраля и марта. Потому что все ваши предложения должны были пройти через комиссии, там должны были быть обсуждены. Вы это не сделали это планомерно и надуманно, потому что вы знаете прекрасно порядок. Да, планомерно, естественно. Если вы добивались того, что вам отказали, и потом этим, значит, везде кричать, что вот мы предлагали и приняли, вы же добились. Что вы хотите тогда? Добились. Коллеги, уважаемые, никаких прений я не открываю. Подгадывал вопросы, коллеги. У вас сейчас ложь идет. Это информация. Вы на прошлом заседании городского собрания, Елена Николаевна, так, не надо послушайте, я вам слово не давала. Послушайте, необходимо подать. Абсолютно правильно. Это зафиксировано в нашем решении. Не надо здесь, в данной ситуации, огульно поносить людей. Я вижу, все, что вы изначально зачитывали перед началом заседания городского собрания, я не дала себе право опротестовывать ваши лживые утверждения. Коллеги, я это не дам делать и сейчас. Я прения не открываю. Понятно? Еще раз повторяю, решение городского собрания декабрьского, действительно, предложение в комиссии, представить, к 18 числу было такое. И было, и вы все знаете, вы не первый год замужем, не первый год, вы сидите в этом заседании, в этом зале. 18 числа это был последний срок представления предложений. Но если вы действительно хотели, чтобы, как сказал Валерий Эдуардович, они прошли, в том числе и комиссии, это делается рано. Коллеги, простите, кому вы собираетесь? Мне не надо вопросы на заседании городского собрания, председателю не задаются. Нет. Итак, уважаемые коллеги, еще есть необходимость задавать вопросы? Докладчик. Есть предложение поставить на голосование данное постановление. Итак, по мере поступления, уважаемые. По мере поступления первое было предложение, сделанное, представленный проект городских управлений. Он был представлен вам ранее, поэтому я ставлю изначально на голосование именно этот проект. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Предложение городского управления. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Теперь вас кто против? 1, 2, 3, 4. Итак, второе предложение, которое представил Союз, фракция Союза Комиссаров Северная. Кто
за данное предложение, прошу голосовать. 1, 2, 3, 4. Кто против? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Итак, решение очевидно, и проект решения представлен городским управлением. Итак, уважаемые коллеги, переходим к следующему пункту порядка дня. Силаная линия валюты Унаруся, силаная линия валюты Фабрики, Мункина. Итак, третий пункт повестки дня. Изменение постановления Силанецкого городского собрания. Инструкция по выплате заработной платы Силанецкого городского управления. Докладчик Станислав. Это как Лина Святослава. Пожалуйста, Станислав. Депутаты как-то обнаружили пункт повестки прошлой регулировал зарплату служащих городского управления, тогда это постановление регулирует зарплату членов городского управления и депутатов всех. И как и другим работникам, и членам городского управления, и городского собрания предлагаем повысить зарплату. Здесь идет тоже рост 10%, и цифры там в проекте постановления, что тоже решает. Уважаемые коллеги, я вверх говорила, что вы такой украинский язык, когда расширен, сразу поправляют сам себя. Итак, в принципе, озвучил изменение постановления Силанецкого городского собрания, равным плану председателя Силанецкого собрания, членов Силанецкого городского управления за участие в работе городского собрания и порядок выплаты. Прошу, пожалуйста, задавать вопросы. Пожалуйста, в начале заседания Олег обосновал, почему против поднятия зарплаты председателя. Я задумался, на самом деле, голосовать или решили не голосовать. Он обосновал это тем, в том числе, что у председателей может быть только оплачиваемость и заместителя одного. А у нас на самом деле ситуация неправильная. Не по нашему документу, правильно? Не по КОПС. Да, не по КОПСу. Да. Вот я хочу защитить. Это так, если так, может быть, задуматься. Я, наверное, в данной ситуации... Я думаю, что в данной ситуации отвечу, наверное, нет. Поскольку заработную плату в городском собрании получает управленчик. Это председатель. Заместители заработной платы не получают. Они получают компенсацию в процентном отношении. Поэтому никаких нарушений все понятно. Здесь нет. Это не кроссовок, это как я услышал, что я думал, вообще можно на самом деле голосовать. Я ответила на ваш вопрос. Я не знала сегодня бенефициарных обвинений, которые уже были озвучены из уст Олега Рудольфовича. И в части разделения обязанностей, которые есть между и сама может это подтвердить. Я не буду отвечать, поскольку в данной случае я не буду открывать тренинг по данному вопросу. Это не стоит. Итак, еще, пожалуйста, вопрос. Я хочу обратить внимание на такую тему, что в законе о местном самоуправлении и в финансе, то есть в положении о городе, говорится об оплачиваемом. Там это расширенное понятие. Это может быть и компенсация, это может быть зарплата, это может быть что угодно. Там речь идет. Да, там речь идет об оплачиваемом. Ну, я думаю, стоит работать в суд. Нет, один момент. Еще один момент хочу обратить. Каждый из вас может открыть и устав городской, каждый из вас может открыть закон о местном самоуправлении
И там написано один. Вы понимаете? Или, понимаете, или председатель оплачивается, или один заместитель. А у нас получается, что оплачиваются все. И председатель городского собрания, и его заместитель. Это незаконно. Значит, у вас есть право оспорить, если вы в данной ситуации понимаете закон по-своему, у вас есть право его оспорить. Еще вы сказали, Олег Федорович, у вас было право на реплику, вы не воспользовались. Так, еще, пожалуйста, вопросы докладчику по сути. Если вопросов нет, тогда ставлю на голосование проект постановления. Кто за его принятие, прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Все согласны, кто против? 1, 2, 3, 4. Работает приемно. Весь пункт создания, 5-й пункт, создание участковой комиссии для назначения ее членов, Газпрома комиссионной монастыря, деятельности изменительной, Екатерина Андреевна, пожалуйста. Уважаемые депутаты, знаете, какая информация с выборов по и для того, чтобы организовать голосование, необходимо утвердить состав комиссии, который будет этим заниматься. Значит, минимум состав законом установлен, минимум 5 человек вместе с председателем. Также требование, что не позднее, чем на 20 день до выборов, то есть, пожалуйста, тоже успеваем, все правильно делаем. И еще одно требование, значит, у каждой партии, принимающей участие в выборах, есть право представить одного члена комиссии. Этим правом воспользуются 3 партии: Центристская партия, СДЕ и ИСА. Все остальные члены комиссии утверждаются городским собранием по предложению городского секретаря. Предложение свое сделал для того, чтобы организовать выборы в Великого 3 марта, предлагаю утвердить состав комиссии в таком составе. Итак, уважаемые коллеги, подтверждаю предложение со стороны городского секретаря. У нас городское собрание действительно есть 3 представителя фракции «Самолет», СДЕ и «Центристы» делают свои предложения, и конкретно люди Сергей Тюляков, Антон Макарев и Эльвира Лаврова не представлены в данной комиссии. Есть ли какие-то вопросы, докладчики, прошу задавать. Пожалуйста. Благодарю. Вопрос такой, по партии можно? Да, пожалуйста, Эльвира СДЕ, Антон Макарев, Кесский Ракон и Сильвер Тюляков и сама. Еще вопросы, пожалуйста. Не вижу. Ставлю на голосование проект решения, кто за создание комиссии назначения членов. Прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 16, Per la tua rimane oltre di candidatura del Ei ole di candidatura del stesso anno che lo stanno Certo con quale studiare e rimane per il passaggio. Итак, представление разрешения на проведение госпроставки, дело касается переговоров, пожалуйста, Алексей Иванович. Уважаемые депутаты, чтобы у нас была безопасность командного питания, городское управление, как правило, организует пункт переговоров договора на оказание услуги по наблюдению за парящимся и спасению. Закончился по августу 2017 года, поэтому нам нужно на очередной период получать разрешение собрания провести конкурс гарантии, по которой будет указывать услуги переговоров. И, в принципе, через такое решение мы получаем, что мы проводим конкурс. По сравнению с предыдущими годами подорожание произойдет примерно на 10% за каждый год. И услуга оказывается примерно спасателями, то есть они до 10 утра до 7 вечера находятся, они должны быть плохо, вино, спасательные средства. Такая услуга с 15 июня оказывается по 31 августа. Вопросы, пожалуйста, коллеги, задавайте. Замечание, предложение. Не вижу. Тогда обращаем внимание на проект решения.
Обратите внимание, 2019-2021 год, время с 15 июня по 31 августа, место указания обозначено в приложении соответственно силы об этом пункте. Так, определена также предварительная сумма 56 670 евро. Это без налога за банк. Кто за данное решение, прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Седьмой пункт – это изменение постановления Соловецкого городского собрания положения учреждений детского попечения в ВУЗ. Ньютон Бейманку. Вы уже поднималась. Голоса смотрелись. Пожалуйста, Катящик, после этого слова. Уважаемые депутаты, мы предлагаем внести ряд изменений в устав попечительского учреждения ВУЗ. Целью данных изменений является приведение в соответствие с законом о социальном попечении, так как с 1 января 2019 года вступили в силу некоторые изменения в законе и некоторые произошли изменения в работе попечительского учреждения. Руководитель учреждения Гетта Николай Левский также представила свои предложения по внесению изменений в устав, и эти предложения были отражены в данном проекте. Итак, предлагаем внести изменения в преамбулу и добавить следующие параграфы. 45.7 – это оказание услуг, замещающего ухода в семейном доме. 45.12 – обязанности оказателя услуг. 45.13 – требования к лицам, непосредственно воспитывающим детей и членов их семьи. Также предлагаем внести изменения в параграф 2, часть 1, пункт 1, который устанавливает перечень услуг, оказываемых учреждением. Выделяем отдельно услугу Ярли Пользус, это услуга последующего надзора. Это услуга для детей, которые уже достигли 18-летнего возраста, не могут быть больше воспитанниками учреждения, но продолжают свое образование и могут получать услугу последующего надзора. В параграфе 3, часть 2, в первом предложении, пункте 7, пункте 9, в параграфе 4 слово «асундус полутенус» заменяем словом «асундус полутенус», так как «асундус полутенус» это более широкое понятие и включает уже в себя услуга ухода, включает уже в себя понятие замещающего ухода, включает уже в себя понятие услугу замещающего дома и также услугу семейного дома, так как наше учреждение теперь работает как переход, как семейный дом, поэтому надо провести это изменение. В параграфе 3, часть 5 приводим в соответствие с законом о социальном попечении и меняем ссылку на параграф 45.12 закона. В параграфе 5, часть 2, пункт 1, слово «каската» заменяем словом «ТТ». И в семейных домах у нас о детях заботятся родители, и поэтому в параграфе 6, пункт 2 дополняем словом «перевалмат». То есть семейные родители. У вас есть? Да. Смотрите, если заодно задавать вопросы, пожалуйста, скажите, пожалуйста, раньше было так, что дети, которые покидали детский дом, по вопросу жизни поколения, получали какое-то жилье социальное и какие-то деньги. Сейчас какая ситуация? Ну, не так же, да, имеют право получить социальное жилье, но просто сейчас не все дети этим пользуются, так как по достижению 24 лет у кого-то на счетах уже скапливаются такие суммы, когда они уже могут купить в собственность себе свое жилье. Если у детей этой возможности нет, то город предоставляет жилье таким детям. Какие еще пожалуйста вопросы? На комиссии социальных этот вопрос рассматривался очень тщательно, неоднократно, обращались к нему как минимум 2 раза. Итак, уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, то ставлю проект постановления на голосование. Кто за его принятие, прошу голосовать. Депутats formēģis kūsēts ar atceru, sakamērķis, kāds komplis mērķis, viskas kūsēs iespējas.
Уважаемые коллеги, информирую вас о том, что, во-первых, 21 февраля состоится торжественный вечер у нас в Петра, посвященный дню рождения нашей республики. Вам всем будут отосланы и отосланы уже приглашения. Понимаете, что это самое главное в нашей стране. И депутаты городского собрания должны отнестись к этому неформально. Это первое. Второе. Следующее заседание городского собрания планируйте себе, пожалуйста, 28 числа. Это также четверг. В соответствии с нашим положением о времени. Каждый последний четверг или вторник является днем заседания городского собрания. Пожалуйста, планируйте 28 января заседание городского собрания. А сейчас все